настоящее время в психоневрологическом интернате в Томоце проживают 405 человек. Мест, впрочем, хватает. Однако существует более глобальная проблема. Корпуса для проживания были построены в середине прошлого века. Износ деревянных строений колоссален, рассказывает Татьяна Вахнина. На 2015-й у Натальи, проживающей Томоцкого психоневрологического интерната, планы грандиозные. В прошлом году на республиканской паралимпиаде в соревнованиях по бегу девушка заняла второе место. Наташа намерена поднять планку и добиться более блестящих результатов. Тренировки в спортзале обязательны каждый день. В свободное время Наталья и ее друг Айсен помогают сотрудникам интерната ухаживать за проживающими с тяжелыми расстройствами и патологиями. Их в интернате порядка 150. Проживающие, они в основном ДЦП, тяжелой стадии дебильности, склонные к асоциальному ведению, образу жизни. Ну вот с годами меняется контингент не в лучшую сторону. В настоящее время в психоневрологическом интернате проживают 405 человек. В 2014-м одна пациентка была выписана. Над ней оформили опеку родственники. Поступили в интернат 16 мужчин и женщин. На слабую наполняемость работникам специализированного учреждения жаловаться не приходится. Мест, впрочем, хватает, однако существует проблема более глобального масштаба. Корпуса для проживания были построены в середине прошлого века. Износ деревянных строений колоссален. В последние годы вопрос строительства психоневрологического интерната стоит на уровне республики. У нас самая большая проблема – это несоответствие зданий. У нас здания все построены в деревянном исполнении. Должны быть здания второй степени огнестойкости в каменном варианте. Вот это основное у нас. Проектно-сметная документация готова. Определено и место строительства здания. С открытой датой остается единственный вопрос – когда развернутся работы. Татьяна Вахнина, Дмитрий Заливин, Сергей Шипачев, НВК «Саха», Алдан.